Пенсионному фонду России Абхазия возместит ущерб в 25 миллионов рублей. Именно в таком объеме граждане нашей страны получали пенсии своих уже умерших родственников-пенсионеров. Соответственно, в закон о бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год внесли изменения. Ейдеркала запара алоб дара нас республика бюджет хункарат бюджет ялхнавах гиях газом. На 28 миллионов 660 тысяч рублей увеличивается бюджет фонда в разделе «Пенсионное обеспечение». Сумма будет распределена на единовременные выплаты, приуроченные к празднованию 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это 1443 человека, относящиеся к той или иной социальной категории. Депутаты единогласно проголосовали за принятие Таможенного кодекса Республики Абхазия и законопроекта, регулирующего введение его в действие. Суть работы кодекса заключается в регулировании порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, их декларирование, порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. Введение в действие Таможенного кодекса Республики Абхазия – это большой документ. Давно он не обновлялся с 2000 года. Это документ, который призван упростить товарооборот между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Это очень важный документ. Он объемный, поэтому отсрочено его принятие, непринятие, его введение в действие на 1 января 2025 года. Я думаю, в течение года мы тоже будем возвращаться и вносить какие-то изменения в данный проект. Необходимость в изменении бюджета фонда репатриации была вызвана увеличением расходов в части бюджета в разделе «Общегосударственные вопросы». По словам исполнительного директора фонда репатриации Энвера Чомагуа, дело в том, что более 100 миллионов рублей были направлены на финансирование проектов в рамках работы Госкомиссии по празднованию 30-летия Дня Победы и независимости и 15-летия Дня международного признания независимости республики. Ақыҭацыԥхьаӡа дараӡа ирацәоуп анышәынҭрақәа нас аибашьра иахысыз аха зыхьӡ аорден Леонова гьумас ҽаԥсастәыз абас зыԥсадгьыл азаҳа иқәԥан иԥсыз иахьаранӡа изымааиз убарҭгьы аҷкәынцәагьы нас рбаҟақәа рҽеира инаркны ижәбаз нас имаҷымкәа имҩаԥысыз аминистерство обороны аԥхьа инаргыланы иуеиԥшым иҵегь изхалазархоз Претерпел корректировок и республиканский бюджет. По словам министра финансов Владимира Делба, объем расходов республиканского бюджета на 2023 год скорректирован в сторону увеличения. На 87 миллионов рублей идет рост доходной части. Объем расходов у нас увеличивается на 720 миллионов рублей, из которых 497 миллионов рублей – это средства только на российской финансовой помощи. Кроме этого, 87 миллионов рублей предлагается на обеспечение текущих расходов по содержанию совместного информационного координационного центра МВД Абхазии. 34,8 миллионов рублей на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел, содействие реализации госпрограммы соцэкономразвития. 302 миллиона рублей остатки средств финансовой помощи, это по мероприятиям инвестиционной программы, остаток средств прошлых лет, соответственно, уточняется в текущем году, увеличиваются расходы и обеспечивается финансирование. Задолженность госкомимущества растет ежегодно по арендным платежам и приватизации, отметил депутат Дмитрий Маршаня, говоря о том, что есть факты нарушения условий формирования республиканского бюджета. По его словам, Госкомитет Республики по управлению госимуществом и приватизации уклоняется от уплаты налогов, что существенно влияет на доходную часть республиканского бюджета. По арендным платежам 41 миллион, задолженность по приватизации 86,6 миллионов. И госкомимущество даже не планирует внесение этих средств в доходную часть бюджета, что является нарушением принципов бюджетной системы. И хочу сказать, что
эти по арендным платежам, значит, да, договора, они с 2000-х годов, да, с 2005-х, 2006-х и так далее. И здесь вопрос, наверное, и контрольной палате тоже, да, как вообще вы на эти вещи реагируете? На вопрос о мерах, предпринятых по отношению к ним, ответил представитель контрольной палаты, который уточнил, что, скорее всего, в следующем году ими будет инициирована проверка. Выявлены были большие задолженности, где часто не начисляются и пени, а иногда появляется желание списать эти задолженности, и они были направлены, эти материалы, в Генеральную прокуратуру. А то, о чем вы говорите, в данном случае по приватизационным платежам и 86,6 миллионов есть задолженности по приватизационным платежам, по арендным платежам. Года 4 мы не проверяли Госкомитет. Возможно, на будущий год надо план работы надо включить. Вот 122 миллиона, и эти деньги даже средства не отображены в доходной части бюджета. Это же является нарушением принципов бюджетной системы. По мнению Дмитрия Маршаня, необходимо более эффективно планировать бюджет и системно распределять его средства. Проект изменений в республиканский бюджет обсуждали активно. В итоге его приняли в первом чтении и было решено повторно рассмотреть предлагаемые изменения во всех комитетах в рабочем порядке. Дмитрий Маршаня представил законопроект о должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти и органов местного самоуправления. Речь идет о том, что согласно существующим нормам о должностном соответствии указаны верхние рамки заработной платы. Если есть возможность ограничивать в заработной плате нельзя, но хотя бы пойти вот по тому, чтобы хотя бы для органов местного самоуправления снять этот барьер, и чтобы была возможность, есть у районной или у городской администрации платить больше заработную плату, я думаю, не стоит их в этом ограничивать. Сам закон изначально в этой таблице, там оговаривается заработная плата. В конце графа стоит. А заработная плата включает в себя и надбавки, и премиальные. Там должна была быть изначально графа какая? Должностной оклад. Чтобы была законная возможность производить надбавки к должностному окладу. У нас изначально весь закон, не только в отношении судей или другой категории людей, да, вы отметили там, что силовики там финансируются, там в другом порядке. Сам закон, он изначально был принят с ошибкой. В первом чтении приняли законопроект о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Как вы знаете, мы принимали поправки в закон о рекламе, и существует пробел, значит, когда не прописано, что эти дела идут, значит, потом передаются в суды. И на комитете, значит, мы этот вопрос обсуждали и единогласно одобрили. Также депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Законопроект упорядочит и даст разъяснение отдельных норм действующего закона. Вместе с тем устранит существующие пробелы. В рамках повестки депутаты рассмотрели законопроекты, касающиеся режима торговли товарами с Российской Федерацией, инвестиционной деятельности, предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Также депутаты приняли решение по 5 земельным вопросам. Председатель профильного комитета Тимур Бея предложил ужесточить процедуру перевода земель из одной категории в другую. Аседа Маля, Заур Кварчия, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.